Не касторкой и не микстурами. Уфимский ветеринар Айрат Кутлиматов проводит уникальные операции на животных. Он собирает по частям кошек и трансплантирует кости. Попугаи, собаки, кошки и обезьяны. В ветеринарной клинике уфимского айболита побывала Полина Максимова. Бывало, что мы рассвет встречали, и вот с комнаты, когда с окна с хирургии попадает вот утреннее зарево, да, то есть и усталости как будто и не было. О своей профессии Айрат Кутлиматов рассказывает с вдохновением. Врачебную практику он начал в 2009 году. Сложные операции и, казалось бы, безнадежные случаи. За 10 лет своей работы он спас жизни многим четвероногим пациентам. К нам на контроль подошел Лео, это кот Бенгал, ранее он упал с 8-го этажа. Этим кадром чуть больше года кота Лео принесли на плановый прием, чтобы снять металлические конструкции. В местах фиксации кости были раздроблены. Бенгальского кота Айрат Ришатович буквально собирал по частям. Сейчас она еще проходит реабилитацию, есть остаточный дефицит. Сейчас Рони крепко стоит на 4 лапах, однако месяц назад его тело было полностью обездвижено. У кокер-спаниеля выявили межпозвонковую грыжу, как следствие паралич. По словам ветеринаров, у собак декоративных пород это заболевание встречается часто. У меня собака была просто вот трупиком лежала. Я вот отвезла в клинику, у нас успешно, удачно прошла операция. И все, вот он 3 дня у нас здесь на передержке побыл. Его откачали, оживили, как заново родились. Наша задача добиваться рефлекса. Легкие покалывания электротоком для прозванивания нервов и улучшения чувствительности лап. Бади, хоть и не очень нравится процедура, все же терпит. У французского бульдога также выявили межпозвонковую грыжу. Собаку экстренно оперировали ночью. На практике Айрата Кутлиматова внеплановые операции не редкость. В травматологии очень мало понятия плановости. То есть собака не может планово сломать себе бедро, собака не может планово получить пулевое ранение. Это всегда экстренность. Шрамы на руках, как картотека пациентов. Во время осмотра животные порой ведут себя агрессивно. Но хирург не обижается, говорит, они просто не понимают, что он хочет помочь. Они не могут сказать, где у них болит, они не могут показать, что у них болит. Чаще всего при болезненности они демонстрируют еще агрессивное поведение, потому что больно, когда к ним вообще притрагиваются. В очереди к хирургу не только крупные, но и маленькие пациенты. Попугай Каркуша сломал крыло. Сейчас он в ожидании своей очереди на рентген. Африканский бурбуль Джая заходит в кабинет хирурга с тревогой. Недавно из-за повреждения связок колена ей вживили металлический имплант. При весе в 50 килограмм наступать на лапу ей теперь не больно. При разрыве связок коленного сустава питомцам вживляют металлические импланты. Размер их варьируется от маленьких, рассчитанных на нагрузку до 3 кг, и до больших, выдерживающих до 90. Маленькие и большие, мохнатые, пернатые и чешуйчатые. Животные – лучшие друзья Айрата Кутлиматова. А он, в свою очередь, лучший друг для них. Я не делаю свои операции для того, чтобы заработать. Я просто считаю, что нужно, если что-то делать, делать качественно. Полина Максимова, Ильнур Юмагулов. Новости. Уфа.